Республике Башкортостан ежегодно наблюдаются паводковые явления разного уровня и масштаба. Этот год отличился обильными снегопадами, и упрощать ситуацию с предстоящим паводком не стоит. Созданы паводковые комиссии, проводятся плановые мероприятия, однако природа диктует свои законы. В этом году весна может оказаться ранней и молниеносной. Если реки вскрываются в традиционные сроки, а интенсивность таяния снега перемещается на ранние этапы весны, то наблюдаются природные конфликты, следствием которых могут стать затопление населенных пунктов, разрушение жизненно важной инфраструктуры и человеческие жертвы. Всего на территории 4 муниципальных районов и городского округа город Сибай расположено 42 из 491 гидротехнического сооружения, в том числе прудов и водохранилищ объемом 100 и более тысяч кубометров. По федеральному закону ответственность за безопасность этих объектов несет собственник или эксплуатирующая организация. Безопасность формируется из 3 основных принципов: наличие собственника, техническое состояние, наличие квалифицированной эксплуатационной службы. По прогнозам Башгидромета, половодье 2016 года в Башкирии будет достаточно сложным. То есть запасы воды в снежном покрове выше средних многолетних значений. И если погодные условия, так скажем, будут определенными, но если резкое тепло будет и еще осадки в виде дождя, то половодье может быть очень сильным. По Зауралью гидромет Оренбурга дает аналоги 93-94 года. То есть тогда, в то время, в те года, значит, половодье было очень сильным. Поэтому подготовка к половодью сегодня определенную, очень серьезной целью является именно подготовка к половодью. То есть работа всех государственных органов, всех уровней, значит, и всех других заинтересованных ведомств должна быть очень направлена, значит, на уменьшение рисков и от негативных воздействий водных ресурсов, то есть от затопления и подтопления. Нет сомнений, что готовиться к паводку нужно заранее, в условиях максимального освещения ситуации и привлечения общественности. Хочется надеяться, что паводок 2016 года пройдет без происшествий и человеческих жертв. Алина Полянская, Гуль Хамитова, Дамир Хайблин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.